Обладатель золотой медали мирового чемпионата по боевому самбо Рустам Талдиев уже вписал свое имя в историю этого вида спорта. Самолет, на борту которого наш трехкратный чемпион встречают родственники представителей Минспорта и коллеги Рустама. Но все же первые эмоции от новоиспеченного чемпиона достались нашей съемочной группе. Всю жизнь к этому идем. Это основной старт наш. Чемпионат России, чемпионат мира. Готовились очень хорошо. 3-4 месяца хорошей работы, режим тренировки. Спортсмены были очень хорошие. Финальный поединок со мной был прошлогодний чемпион Европы и прошлогодний призер чемпионата мира серб. Очень достойный соперник был. На прошлом чемпионате мира он выиграл нашего соотечественника и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. То есть наш парень остался без медали и на Европе, и на мире. Я рад, что мне удалось реваншировать, выиграть его досрочно. На пути к золотой медали наш земляк провел 5 поединков. Нужно подчеркнуть, что ни один из этих боев не дошел до судейского решения. Рустам Талдиев с каждым из своих визави разобрался досрочно. И заслуженно стал уже трехкратным чемпионом мира по боевому самбо. Это история. Я убежден, что по итогам всех этих завоеванных титулов у нас будет большой набор в эту секцию, то есть боевое самбо. И Рустам сегодня пример для подражания подрастающего поколения. На самом деле умнейший человек. И ведение своих встреч на вот этой плоскости говорит о том, что человек всю свою жизнь трудился и отдавался полностью своему любимому делу. На всех крупных чемпионатах Рустама Талдиева сопровождают его близкие друзья. У кого-то и могли быть сомнения, что этот турнир может не покориться нашему бойцу, но только не у них. Наблюдая, как упорно и тяжело тренируется спортсмен, они были уверены, что третья золотая медаль для Рустама – это только дело времени. Так и произошло. Когда первый чемпионат он выиграл, с первого раза всегда встречали, поддерживали. И на этот чемпионат, когда он готовился, мы видели, как он трудится, как готовится. Поэтому не сомневались в его победе. И Аллах этом сани квартиант положение заверка. Конечно, радуется, душа радуется, гордость за своих племянников, за своих ребят. Таких ребят, как Рустам, Адам, у нас в республике очень много перспективных. Надо нам всей республикой, всем народам поддерживать их, поддерживать кто как может, духовно, материально, морально. У нас будут и есть, мы же знаем, вот последняя история, 10-20 лет у нас сколько было чемпионов мира, чемпионов Европы, мы сколько раз выигрывали, вот такой маленький народ, по несколько представителей от нашего народа выигрывали, олимпиады выигрывали. Есть у нас большая перспектива. Настоящий ингушский феномен боевого самбо. Так называют Рустама Талдиева и его коллеги. Многие тренеры помнят, как начинал самбист свой боевой путь. Будучи еще юным, он давал тяжелые бои именитым бойцам, которые сегодня известны на весь мир. В их числе и экс-представители UFC, и даже чемпион в легком весе. Звездные имена. И с ними конкурировал, еще будучи 18-летним юношей, Рустам конкурировал очень успешно. Можете назвать? Мурад Зайнабидов, Забит Магомед-Шарипов, Ислам Махачев. Ребята, чеченские имена, некоторых не упомню, уже ушли. Затем ребята сегодняшние, которые составляют костяк команды, Хабиба Нурмагомедова, дагестанская школа. Он тогда в весе 57 килограмм, я помню, выступал, он начинающий, такой худенький был. Дошел до финала, перелопатив изрядное количество хороших бойцов, которые сегодня уже, как и наравне с ним, он тоже сегодня имеет звездное имя и статус, репутацию трехкратного чемпиона мира по самбо. Но эти ребята очень серьезно сегодня. Поэтому история Рустама Талдиева – это история упорнейшего труда и, соответственно, успешного выступления и непрекращающегося бенефиса. Этот чемпионат стал настоящим триумфом для сборной страны. Самбисты из России завоевали 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали и заняли первое общекомандное место. Ближайшие преследователи в лице Узбекистана взяли 2 золота, а Казахстан, который на 3-м месте, лишь 1. Для Рустама этот мировой чемпионат стал первым в новом весе. Он поднялся с 61 килограмма до 71. Конечно, с одной стороны легче, я веса поменьше гоняю и восстанавливаюсь легче и чувствую себя хорошо. Но с другой стороны соперники помощнее, посильнее, так скажем, физически. Но это мне не мешает, и я себя чувствую хорошо, самое главное в своем весе.
До недавнего времени Рустам также активно совмещал боевое самбо со смешанными единоборствами. Там выиграл 5 поединков, выступая в различных российских лигах. Последний бой провел в 2019 году и решил сосредоточиться на боевом самбо. После небольшого отдыха самбист начнет готовиться к чемпионату России, который пройдет в марте следующего года. Кстати, и российские соревнования он также выигрывал трижды. Впереди 4-я медаль. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Новости 24.